Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какая радость у вас на пороге? Чему вы обрадуетесь, словно ребенок? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками, будет кратно то, что сейчас нас скрыто, то желаем знать. Так, интересненько. Итак, мои хорошие, давайте пойдем по порядку. Первая радость ждет вас от человека противоположного пола. Для женщин это мужчина, а для мужчин это женщина. Именно человек противоположного пола подарит вам самую классную и незабываемую радость. Здесь либо какой-то поступок, либо действительно какой-то подарок, возможно, сюрприз. Человек очень сильно постарается сделать вас счастливой, либо счастливым. И действительно подарить вам самую большую радость. Это может, еще раз говорю, что угодно быть. Вижу здесь старания, вижу здесь усилия и вижу, что все оправдается. Человек действительно вас обрадует. Человек действительно сделает незабываемый сюрприз. Человек действительно сыграет ключевую роль в том, чтобы вы себя счастливой либо счастливым почувствовали. У кого-то отыграется это ваш партнер, да, ваш любимый человек. У других, возможно, отыграется человек, который к вам очень хорошо относится. Может быть, даже какой-то родственник, родственница. В общем, ждите от того, кто хорошо относится, любит, ждите самых лучших действий, поступков, подарков, которые действительно вас порадуют. И это прям незабываемо, это чудесно. Тут не то, чтобы вы как ребенок обрадуетесь. Нет, вы прям будете жить этими эмоциями. Эти эмоции вас явно окрыляют. Дальше, мои хорошие, с левой стороны дорога, в которую вас зовут. Это какое-то приглашение. Приглашение, допустим, где-то побывать, у кого-то в гостях побывать, куда-то съездить. Но дорога, она слева, то есть вы этого не ждете. И здесь именно по приглашению вас кто-то позовет с собой, либо к себе. Это будет очень приятно. Возможно, вы давно хотели, возможно, вы давно мечтали, возможно, вы давно ждали, когда вас позовут. И, наконец-таки, это происходит. По приглашению вы отправляетесь в эту дорогу, в этот путь. Будет очень интересно, будет очень здорово. И еще. Волк лишился хвоста. Хвост, я так понимаю, вам как трофей достанется. Кто-то опасный, агрессивный, злобный. Попытка, наверное, напасть, либо попытка какое-то неприятное событие накликать на вас обернется тем, что волк потеряет хвост. Хвост как трофей, заслуженный трофей. И даже если вы ничего не делаете, я понимаю, что небеса вас защищают, ни одному волку не позволят на вас напасть. Либо всем волкам зубы повыбивают, чтобы не нападали на вас. Вы, кстати, под надежной защитой высших сил, вы как опомниться не успеете, как хвост окажется в ваших руках, а волк будет бежать, скуля от боли. Так мне идет. Волк — это сильный злой человек, может быть, даже враг. В общем, волку достанется, это однозначно. Дальше лошадь. Небольшая, но красивая. Большой букву «В» на себе везет. Лошадь. Это какие-то успехи, результаты на работе. Опять же, вы все разные. Кто-то работает сам на себя, кто-то работает на кого-то, а кто-то, например, своим творчеством занят. Допустим, вы ведете блог, вы ведете страничку в соцсетях, возможно, вы тиктокер, ютубер,
Вы все разные у меня. Лошадка небольшая, но букву В на себе везет. Но это какой-то прорыв, результат, прорыв, успех, обойти конкурентов, заявить о себе, сделать что-то лучше, быстрее, качественнее, успешнее, чем другие. В общем, лошадка у вас движется слева направо, то есть то, чего не ждете, либо, знаете, как ничего не предвещало, и тут на тебе. Вас заметили, вас отметили, вас победителем назвали, и вы в лучах славы купаетесь. Классный знак. И еще 2 человека ссорятся. Они не просто ссорятся, они как будто бы дерутся. 2 человека. Какое-то отношение вы к ним имеете. Только не пойму, какое. Все. Смотрите. Эти люди, скорее всего, они вас задирали, задевали, либо являлись каким-то триггером в вашей жизни. То есть из-за этих 2 людей вам не было покоя. Из-за этих 2 людей, возможно, вы подвергались даже какому-то буллингу, извините за слово. Как пытались они вас задевать, цеплять, какие-то негативные моменты вызывать для вас. Теперь они между собой дерутся, а вам весело, вам интересно за этим наблюдать. Потому что они потеряли к вам интерес, переключились друг на друга, и к друг другу они абсолютно безжалостны. И вы такая смотрите и думаете: о, так и надо, да? Вот теперь давайте выпускайте весь свой гнев друг на друга. То есть закончится тем, что они раздерутся, поругаются, а от вас все отстанут. Либо к вам больше никто из них не подойдет, и никаких претензий, никаких задирок точно не будет. Да. Как будто бы они оба там сошли с ума, либо обе сошли с ума и очень сильно поссорятся, подерутся. И вам от этого хорошо. И вам от этого легче, потому что вас они оставят в покое. И еще с правой стороны показывают мужчину, Мужчина, у которого есть хвост, и вы его за этот хвост крутите. Мужчину показывают как льва, лев такой, да? Вот он лев, вот он его хвост, вы в руках этот хвост крутите, вертите, в общем, управляете этим мужчиной и львом как хотите. Может быть, это мужчина по знаку зодиака лев, возможно, он по повадкам, по манерам, такой прям лев, царь зверей, такая грозная кошка, да? Корону носит. Но при этом рядом с вами этот лев превращается в ручного котенка. Даже не кота, а котенка. Такого милого, игривого, беззащитного. И вы за хвост его дергаете, крутите этим хвостом. То есть вы им управляете. То есть, возможно, это ваш партнер, который вел себя достаточно импульсивно, агрессивно, либо обладает несносным характером. А вы пытались его как-то контролировать, либо пытались его как-то утихомирить, либо, возможно, даже как-то пытались ему помочь, а он прям принципиально никакой ни помощи не принимал и слушать не хотел. Но теперь он вам полностью покоряется. То есть самое ценное, что у него есть, это хвост. Да, это как гордость его. Он отдает в руки и говорит: крути мной, женщина, крути, я на все согласен. И знаете, он ведь тоже от этого удовольствие получает, когда любимая женщина крутит его хвостом. Кошечка становится абсолютно ручной, домашней и постоянно мурчит. А не рычит, а мурчит. Вот, здорово. Вам вообще понравится. Вы долго к этому стремились. Либо вы, может быть, и не стремились к этому, но в душе желали. И тут все случилось, и вы такая: вся власть в моих руках, да? Но покорится, он вам покорится. Удовольствие и радость от того, что мужчина вам покорился. И вот этот его несносный, противный, агрессивный характер, он остается там далеко в прошлом. Больше такого не повторится. Ручной кот, который и хвостом позволяет своим крутить, и ест у вас с рук. Все. Девочки, больше никаких моментов агрессии точно не будет, либо упрямства точно не будет. И еще дурного человека молнией ударит. Надеюсь, не в прямом смысле слова, хотя если в прямом, наверное, человек такое о себе заслужил. Разряд молнии на самом деле это какая-то очень резкая и очень суровая кара. Либо какая-то беда очень резкая и суровая. Здесь в данном конкретном случае показывают дурного человека.
человека с очень черным сердцем. И почему-то еще показывают, что руки прям по самые плечи у человека грязные. То есть, возможно, этот человек виноват во многих бедах, неприятностях, не только ваших, но и других людей. Кто-то невероятно негативный, кто-то невероятно грешный, в него ударяет молния. Да, смотрите, как справедливость, да, мгновенная справедливость. И еще так показано, что это человек в такой позе, вот прям расслабленный, то есть человек в себе вполне уверен, человек понимает, что я там со всех сторон застрахован, подстрахован, да, со мной ничего не будет. Но вот эту молнию точно не ждет. Молния ударит. Ну, какая-то беда, неприятность случится. Ну, либо, правда, может, молния ударит. Вот. Вы не получаете от этого радости, но вы понимаете, что небеса не дремлят. И что и на старуху бывает проруха. Да? Как бы там человек высоко не забрался, как бы человек там, в себе не был уверен, небеса могут лишить всего и сразу просто в один момент, на раз, два, три. И грешник получает свое наказание. То есть высшие силы прекращают его деяния. Ну, либо лишают всего и сразу. Ну, в таком ключе информация. Здесь даже не радость, здесь больше как удовлетворение, да, что все случилось по чести, по совести, по справедливости. Так, высокий человек делает вам низкий поклон. Видите, прям как реверанс, еще так руки расставляет, да, в реверансе. Это признание. Признание вас, ваших результатов, вашего ума, ваших способностей. Человек, который, возможно, сам вас обучал, либо человек, который действительно на несколько ступеней выше, чем вы стоите. Человек мог вас сомневаться, человек мог как-то даже предвзято к вам относиться. Теперь этот человек делает перед вами прям шикарный реверанс и говорит: «О Боже, королева», либо «Вы мой король». Но это будет приятно. Это будет приятно, и вижу, что после этого момента между вами и этим человеком арочка образуется. То есть это дружба, это дружеское общение, это дружеский союз. Да, кем бы ни был этот человек, со своей высоты он наклоняется к вам, и между вами образуется арочка. Я так скажу, судя по тому, что это с правой стороны, вы этого долго ждали, вы об этом мечтали, только не знали, как этого добиться. А тут оно все само собой случится. Да, возможно, вы что-то сделаете, очередной ваш успех, очередной ваш результат, либо очередное ваше очень умное высказывание сделает свою роль. И человек уже все понимает, все признает, человек честный, да, потому что делает реверанс. Он признает, что вы умны, что вы хороши, что, возможно, неправильно к вам относился. Да, хороший момент. Еще какая-то покупка, которая вам действительно счастье доставит. Не могу сказать, что это, но это покупка, и вы за нее деньги отдаете. Возможно, за этой вещью вы очень долго охотились. Возможно, вы давно хотели приобрести, но, допустим, не было возможности. Либо не было в наличии, в ассортименте не было. И вы случайным образом, либо специальным образом, да, может быть, вы где-то будете заказывать там, в другой стране, вы эту покупку совершаете. Когда эта покупка до вас дойдет, и когда вы прям в руках пожмякаете, вы поймете: Боже, я такая счастливая, наконец-таки у меня эта вещь есть, либо этот предмет, либо этот гаджет. Ну, в общем, тут такой безумный прилив счастья, вы с этой штучкой так носитесь, и думаете: как долго я тебя ждала, как долго я тебе мечтала. Смотрите, вы все разные. У кого-то действительно гаджет, у кого-то какой-то прибор, у кого-то какая-то действительно штучка-дрючка, у третьих может быть какая-то одежда. Но это то, о чем вы долго мечтали, не могли свободно пойти и купить по разным причинам, а теперь оно у вас есть. И вы прям в руках держите, такая: я счастливая, либо я счастливый. Да, для мужчин и для женщин одинаково справедливо идет. Еще, мои хорошие, рыбака показывают, удачливого рыбака. У него в руках одна рыба, но рыба очень большая. И этот рыбак, у него, смотрите, грудь колесом. Он такой: блин, я такой крутой рыбак, я такую рыбу зачетную поймал. И он этой рыбой, значит, хвастается, всем показывает. И вы из-за рыбака этого счастливы, ну, потому что, видно, не чужой вам человек. И понимаете, что эта рыба, она же как бы и вам достанется, как в семью пойдет. Но, то есть, если это ваш муж,
то здесь крутая прибыль, крутой заработок, либо очень крутая работа. И вот он ее ловит, на крючок ловит, и она его. Прибыль его, работа его, должность его, заработок его. Вот он всем будет показывать, он перед всеми похвастается, перед всеми, абсолютно всеми, кого знает, кого не знает. Но и вы из-за него рады, и рады за себя. Возможно, мужчина долго не мог там на хорошую работу устроиться, либо, возможно, долго были какие-то проблемы в делах, в бизнесе. Может, еще что происходило негативного характера, а теперь все меняется, огромная рыба в руках. Да, она одна, но она гигантская. Это рыба-кит, вот. И, конечно, будет приятно. Еще что-то вам больше не нужно будет делать. Я не могу понять, что, но это занимало очень много времени, забирало очень много сил и было вашим постоянным раздражением. Может быть, это какое-то обязательство, может быть, это какое-то как наказание, ну не наказание, а как, да, обязаловка, скорее всего, идет. То есть вы должны, вот нет никаких вариантов, вот просто вы должны, и никто другой не может, либо никто другой не должен. Вот, мучительно это все для вас было, а теперь вижу, что вас от этого освобождают. Кстати, возможно, даже это кредит отыграется, да, кредит, который вы были обязаны каждый месяц выплачивать. И вы такая, блин, не могу больше, сил моих нет, когда же это все закончится. Но у кого-то отыграются какие-то другие обязанности, либо какие-то другие действия, которые были вам прям категорически неприятны. Вижу, что вы это ярмо с себя скинете, причем как-то вот одним днем просто берете и скидываете. И такая счастливая, такая свободная, прям летать захочется. Да, хороший знак. Не могу сказать, кто вас освободит, либо как вы это сделаете, но показано, что сбросите. И прям легкость почувствуете. Еще с ревностью что-то связано. Ревность. Я так понимаю, что вы ревновали. Ну, либо вы сомневались в своем партнере. Может быть, какие-то там звоночки были, сигнальчики. А может быть, вы сами по себе такая натура ревнивая. Здесь ваш партнер что-то такое делает, что напрочь убирает всю эту ревность. Ну, в общем, вам больше в голову не придет ревновать, потому что ваш партнер, он что-то делает, вот прям показывает вам, вот смотри, нет никакой ревности, да, никого у меня нет, не было и не будет. Мужчина и женщина одинаково идет предсказание. Избавитесь от ревности, лучше будете спать, меньше будете есть, настроение у вас классное будет, и это заход в долгую. Потому что ревность очень дурно на вас влияла, лишала вас сил, толкала на какие-то поступки, на которые вы, например, в здравом уме никогда бы не согласились. И опять же портила вообще атмосферу вокруг, да, потому что от вашей ревности было плохо всем. Да, и вам, и вашему партнеру, и если есть у вас дети, и дети тоже это все улавливали и тоже себя не очень хорошо чувствовали. В общем, успокоитесь, придете в себя, и больше не будет даже и мысли о том, что можно ревновать. Победа. Это победа. Ваш партнер молодец. Ну, правда, любит вас и действительно верен вам. Или верна, если смотрит меня мужчина. Еще момент хождения по канату. То ли у вас сама жизнь, как будто бы вы по канату ходите и постоянно должны ловить этот баланс, пытаться не упасть, не соскользнуть с этого каната. То ли это какая-то ситуация, где вам придется словно бы по канату пройти. Если честно, вижу, что стрессанете. Ну, как-то так идет. Но с другой стороны, когда это все закончится, а это точно закончится, вот здесь вашему счастью, вашей радости не будет предела. Еще показано, что когда другие падают, кто находится в таком же положении, как вы все равно продолжаете идти, и до конца вы точно туда идете. Ух, не знаю, как вас занесло на этот канат, но главное, что это все закончится, и главное, что вы точно не упадете, до конца дойдете. И это, понимаю, уже осталось совсем чуть-чуть пройти. Да. Счастье, радость вам просто вот обеспечены. Вот этот выдох, вот этот проблемный выдох. И все, и все. И больше не нужно так сильно напрягаться, ища баланс.
пытаясь устоять на этом скользком, тонком канате. Может, какая-то опасность даже, да, может быть, вы сейчас находитесь в каком-то опасном месте, либо вам какая-то опасность грозит, и вы не уверены, что будет дальше. Все хорошо закончится. Тьфу-тьфу-тьфу, слава Богу. Чуть повыше слева показано, что вы за кого-то будете радоваться, за чьи-то успехи, за чьи-то достижения, улучшения в жизни. Здесь мне показывают людей, не один человек, их двое, либо трое. Может быть, это семья, может быть, это семья ваших родственников, либо ваши родные люди, которые где-то далеко от вас находятся. Вот как будто бы они выходят на ровное плато. До этого они карабкались по отвесной стене, и вы за них очень переживали. Прям вот думали постоянно, вы не могли помочь, и сами себя корили за то, что вы беспомощны в этой ситуации, что вы не можете им помочь. И вот вижу, что они выходят на ровное плато, и вы за них безумно радуетесь. Вы за них будете радоваться больше, чем они сами за себя. То есть либо они решат свои проблемы, либо они выкарабкаются из той ситуации, не очень простой, в которой оказались. Все, больше не нужно о них думать, больше не нужно так сильно напрягаться. И вот это чувство беспомощности, оно тоже уйдет. Уйдет, и, я так понимаю, не вернется. Но в ближайшее время так это точно. Но опять же, а что вы могли? Если вы от них далеко находитесь, как вы можете помочь? Но опять же, вы же не можете чужую жизнь прожить за кого-то. Вот зря вы, конечно, на себя так сильно много брали. Это судьба. Каждый проходит свои испытания. И вот смотрите, если помогать человеку в испытании, то вы этого человека как будто бы запускаете на второй круг. Мало того, что второй круг, так еще со звездочкой. То есть испытание, которое человек не прошел сам, оно повторяется, еще и усложняется. Вот иногда бывают такие ситуации, когда лучше воздержаться вообще от помощи, если вы человека действительно любите и хотите помочь. Да? Потому что когда вы помогаете, вы очень часто можете навредить. Человека опять кинут в испытание, и уже будет все гораздо сложнее. Ну да, людям трудно это понять. А потом, знаете, как люди часто удивляются. Вот как так? Почему в жизни так много проблем, испытаний? Да потому что вы их не проходите самостоятельно. Вот, ответ очень простой. Еще. Кто-то на лопатках лежит, а вы прям на животе у этого человека сидите. Это такой знак, называется «победить и унизить». Ну, наверное, человек таки заслужил, да, если вы на это пойдете. Возможно, человек сам довел вас до такого состояния, что у вас нет других вариантов, только лишь так вы можете справиться. Возможно, даже вы и не за себя побеждаете, а, например, отбиваете слабых людей от какого-то негодяя, который этих слабых людей третировал. Ну, в общем, что-то такое вы с этим негодяем сделаете, либо негодяйкой, что вы человека и победите, и унизите. То есть это говорит о том, что этот человек больше не то чтобы никогда об этом не подумает, он будет сам себя стесняться. Либо человек больше и голову не сможет поднять, да, после такого позора. Я так понимаю, что это ваша сильная черта, и тут вы переживаете, и тут вы за кого-то радуетесь, и тут вы кому-то помогаете. Помогать тем, кто слабее. Это ваша сильная черта, за это многие вас просто обожают, ну и негативные люди вас за это не любят. Так, еще какое-то животное показывают. Животное у вас в руках. У животного хвостик есть. Кошечка, либо собачка с длинным хвостиком. То ли вы обретете это животное, то ли ваше животное, которое, ну, например, там вышло из дома и не вернулось, опять окажется у вас в руках. Радость от того, что хвостатик у вас в руках. Опять же, кто-то купит, кому-то подарит, кто-то пристроит, и кто-то найдет свое животное. Ну, классный знак, это прям так душевно. Тут даже я не буду говорить про радость. Это душевно. Это душевно, это прекрасно, это чудесно. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.